Символ нашего триумфа над Рейхстагом, знамя победы, всем в России знакомое прямоугольное красное полотнище с изображением золотой пятиконечной звезды, серпа и молота. Автопробег прямо из Дагестана несет его гордо по всем регионам Северного Кавказа, и вот они уже в Ингушетии для того, чтобы почтить память и выказать уважение величайшему подвигу миллионов соотечественников, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. В спортивном комплексе «Мужичи» колонну встречает первый заместитель председателя правительства Ингушетии Магомед Евлоев. Дорога есть, дороги. Бывает всякое, но хорошо, когда есть такие друзья, поэтому не заметили дорогу. Друзья и братья всегда вместе. И вот так совпало, что именно здесь, в спортивном комплексе «Патриотическое движение», Юная армия проводит окружной этап военно-спортивных игр для детей «Защитники будущего». Оба мероприятия проходят в рамках 79-й годовщины Победы. Уважаемые гости, участники, разрешите мне от имени главы республики Галиматова Махмуда Алимакшариповича сердечно поприветствовать вас на северокавказском этапе федерального проекта «Защитники будущего». Отрадно видеть наших юных защитников. Впоследствии на вас ляжет бремя защиты нашей отчизны. Также от имени главы республики хочу поприветствовать участников автопробега «Знамя Победы». Они проехали многие километры, неся то знамя, которое было отгружено во время нашей победы, великой победы нашей страны, во время победы над фашизмом. Наша страна не только защитила себя, но и защитила весь мир. Сегодня наши бравые ребята, наш многонациональный, многоконфессиональный народ борется с современным фашизмом во время проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Уверен, что с каждым днем наши бойцы приближают нашу победу. Руководитель колонны и участник северокавказской акции «Знамя Победы», заместитель руководителя администрации главы и правительства Республики Дагестана Рашид Акавов делится, что очень рад радушному приему и предоставленной чести в участии официального открытия соревнования. Хотел бы поблагодарить за эту прекрасную идею о проведении Знамени Победы, части акции, части нашего марафона именно вот здесь, в этом месте. Вот сейчас, вот глядя на ваши лица, я понимаю, что это была очень правильная мысль, потому что все смыслы, связанные со Знаменем Победы, они так или иначе с нашим поколением уже связаны. Мы понимаем, о чем идет речь. Понимает ли это подрастающее поколение? Уверен, что те, кто здесь сегодня, на этой площадке, они это прекрасно понимают. Но не лишнее будет об этом напомнить. И более того, вы, почерпнув те знания, которые сегодня здесь получите, наверняка со своими сверстниками, со своими друзьями, одноклассниками эту идею будете продолжать. Участие в соревнованиях приняли около 200 юноармейцев со всех регионов СКФО. За звание сильнейших боролись 7 команд, демонстрируя свой опыт и знания в области военной подготовки на протяжении целого дня. Победители уже определены, и их торжественно награждают участники акции «Знамя Победы» во главе с первым зампредом правительства Магомедом Евлоевым. Третье место заняла дагестанская команда, второе — Кабардино-Балкария, и первое принадлежит принимающей стороне. Награждается юноармейский отряд имени Героя Российской Федерации, участника специальной военной операции Бокова Михаила, команда Республики Ингушетия. Аплодисменты, ребят! Мы проходили много испытаний, было не так уж даже легко. Некоторые испытания были очень легкие, некоторые очень даже сложные. Вот так вот трудились, делали дуа, чтобы получили первое место. Такие игры – замечательная возможность для ребят проявить патриотизм и заодно укрепить свое здоровье. Они способствуют укреплению национального единства и формированию у молодого поколения чувства ответственности за будущее своей страны, а также помогает развивать дружеские отношения между представителями различных субъектов. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Султан Булгучев, Магаз, 24.